Уже 5-й год в России реализуется федеральный проект «Старшее поколение». Он призван повысить качество жизни пожилых людей, увеличить период активного долголетия. Такая работа проводится и в Коми. О зримых результатах Анна Зубарева. Нина Леонтьевна руководит волонтерской группой «Третий возраст». Говорит, главная цель – помочь вернуться в социум тем, кто засиделся дома на пенсии. Мы стараемся их выводить в общество и вытягивать с них все, что они умеют делать. И оказывается, очень много людей у нас дома засиделись и забыли, что такое. Если на производстве они были передовиками, вышли на пенсию, они стали сидеть. Столичные волонтеры третьего возраста часто приезжают в Максаковский реабилитационный центр. Волонтеры помогают устроиться пенсионерам, знакомят их с врачами, возят в город на концерты и экскурсии. В Максаковку ездим на заезды, убираем территории, на воскресники выходим, помогаем пожилым, хотя мы тоже вроде бы уже пожилые. После таких поездок в интернат Антонина Васильевна каждый раз под впечатлением. Насколько пожилые люди увлеченные. Люди активные, люди ходят, люди веселятся. Очень много поделок разных. Занимаются творчеством, шитьем. Делают изумительные картины с этих лоскуточков, тряпочек. Люди увлечены чем-то все. А дома сидеть скучно. Серебряные волонтеры каждый день в движении. Ездят не только по республике, путешествуют, отдыхают, общаются, расширяют кругозор. А еще в шутку называют себя первооткрывателями Арктики. Мы очень довольны, что мы все-таки, наши волонтеры были там первые. Да, прокладывали, где можно остановиться, где можно поставить палатки, где можно это самое. Два лета подряд ездили. В Коми сегодня уже 500 серебряных волонтеров, и с каждым годом их становится больше. По последним данным 2022 года, по сравнению с 2021 годом, серебряных волонтеров прибавилось уже, увеличилось количество более чем на 100 человек. Люди хотят приходить и оказывать, хотят становиться добровольцами. Им некогда сидеть дома у телевизора. Жизнь кипит. А сколько появилось новых друзей и знакомых за последние годы. Признаются, что такого большого круга общения не было даже в молодости. Я, наверное, самая богатая в городе Сыктывкаре. На друзья. На друзья, как говорят. Действительно. Ну, а как без друзей? Для того мы и живем. Мы обмениваемся. Свое что-то отдаем кому-то. Кто-то нам отдает. Это же общение, это жизнь, это движение. На 2023 у «Единой России» большие планы в реализации проекта «Старшее поколение». Коми отделение партии предлагает распространить пушкинскую карту на людей пожилого возраста, ввести повсеместно геронтологическую помощь, а с Министерством спорта прорабатывают вопрос по введению ставки в каждом муниципалитете инструктора по общей физподготовке. Опять же, для пенсионеров. Например, в селе или в городе было помещение, был инвентарь, и люди могли воспользоваться, то есть заняться спортом, заняться каким-то, и вообще общение, то есть чтобы люди оставались как можно дольше в строю. Сегодня в Коми 177 тысяч людей старшего возраста. Из них только 14% занимаются спортом. Задача – показатели наращивать. К слову, федеральный проект затрагивает все сферы жизни – здравоохранение, социальную сторону, вопросы трудоустройства. А на этой неделе единороссы запустили новую акцию «Тепло для героя». Люди пишут письма, и каждому письму прикладывают собственноручно связанную теплую вещь. Для того, чтобы наш защитник Отечества, который находится непосредственно в зоне оказания, в зоне проведения специальной военной операции, получив письмо, также получил, так сказать, символичное тепло из дома. Принять участие во всероссийской акции может каждый. Письма с теплыми вещами принимают в отделениях партии. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и завершится 23 февраля.